В течение 30 лет частные фармкомпании самостоятельно регулировали цены на рынке. На выделенные средства государством для стационаров на лечение больных приходилось закупать лекарства по завышенным ценам. Более того, некоторые препараты и вовсе отсутствовали в частных аптеках. Учитывая все эти минусы, по указу президента было создано предприятие «Кыргызфармация», с помощью которого удалось выйти напрямую к производителям. Кроме того, также удалось снизить цены на лекарства на 20–30%. Раньше закуп лекарств для госбольниц был бюрократическим процессом. Им приходилось объявлять тендер, потом дожидаться его окончания, выбирать победителя, заключать с ним договор. И только после всех этих манипуляций препараты поступали в медучреждения. Но теперь все эти функции взяла на себя Кыргызфармация. Госпредприятие напрямую, то есть без посредников, закупает лекарственные средства у самих производителей. Затем купленные препараты распределяются по всем больницам страны, а их по республике насчитывается 290. Так как каждая организация самостоятельно закупалась, цены были разные. То есть, допустим, к примеру, тот же самый стерильные перчатки, каждая организация покупала по разным ценам. Кто-то их брал ранее по 12 сомов, кто-то по 15 сомов, кто-то по 16 сомов. А на сегодняшний день у нас централизованная закупка идет. Мы делаем анализ общий на всю республику и по единой цене уже снабжаем. Ежегодно для обеспечения госбольницы лекарственными средствами расходуется около 5 миллиардов сомов. На сегодня предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения напрямую сотрудничает с производителями лекарств России, Турции, Японии, Германии и других стран. Благодаря отсутствию посредников «Кыргызфармация» экономит деньги государства. Все 100% лекарств они не могли закупиться, потому что у нас есть определенный дефицит. На это есть определенные причины, так как, возможно, субстанции нету, возможно, ввоза не было за последние 2–3 года. Было такое, что из нашего рынка ушли большинство европейских компаний. Но мы находим альтернативу, мы выходим на другие страны, на другие фармкомпании. Мы находим прямых производителей. Мы заключили уже договора с Китаем, с Индией, с Россией. И вот на сегодняшний день все наши лекарственные препараты закуплены, договора составлены, они в пути. Никаких дефицитов не будет. Чтобы не было дефицита лекарств, предприятие «Кыргызфармация» для всех больниц предоставляет препараты с запасом на полгода вперед. Поэтому пациенты не чувствуют каких-либо проблем во время лечения с лекарственными средствами. Нисколько я не оплачивала, все дается по направлению. С Кыргызфармацией мы работаем уже в течение года. Кыргызфармация национальному госпиталю закупает по фонду высоких технологий медицинские изделия и лекарственные средства. Раньше, если мы покупали, например, скажем, 20 штук кавофильтров, сейчас за эти же деньги Кыргызфармация нам закупила 2–3 раза больше. Для удобства пациента в каждом отделении национального госпиталя вывесен перечень бесплатных лекарств. Например, в этом списке имеется более 60 названий препаратов, которые выдаются на бесплатной основе. Отметим, что обновлением списка и приемом лекарственных средств в отделении общей терапии занимается старшая медсестра. Мы получаем препараты строго по определенным требованиям, то есть только то, что нам нужно. Я, как ответственная за прием лекарств, полностью контролирую количество препаратов. Каждую неделю ведем список имеющихся и препаратов, которые уже не осталось у нас. Я также ставлю в известность врачей о наличии препаратов. Кроме того, для своевременного обеспечения населения лекарствами по сниженным ценам Минздрав начал открывать по всей стране госаптеки «Эляман». Первая такая аптека была запущена в октябре прошлого года. На сегодняшний день в сети госаптек почти 2000 наименований препаратов, и они стоят намного дешевле, чем в частных аптеках. Всего по стране работают 74 госаптек «Эляман».
Башында ачылганда 200-300 менен ачылганбыз. Когда мы открывались, в нашем филиале было всего 200 видов лекарств. Теперь наименований почти 2000. Часто заходят клиенты и говорят нам, что препараты у нас дешевле на 200-300 сомов. Вот, например, антигистаминное лекарство Эслатин. У нас стоит 500 сомов. В частных, как я знаю, цена варьируется от 600 до 700 сомов. 500 сом турат, башка жактан частныйларда где-то 600-дөн ашып 700-га чейин болот. По мнению кыргызстанцев, открытие госаптек – это нужное и своевременное решение, принятое системой здравоохранения на сегодняшний день. Ведь частные аптеки ставят цены самостоятельно, а эти цены порой хорошенько бьют по карману граждан. Физиле бұл аптекаға келгенім государственный аптека деген үшін келдім, чем частныйға қарағанда много елдер үшін ыңғайлы деп ойлаймын. Заңда аптекада кирсем жок экен препарат, мен издеген препарат. Бул аптекада бар экен бүт нерсе. Давайте я вам наглядно покажу ценевую разницу между государственными аптеками Эляман и частными аптеками. Выберем один из препаратов. Это обычный сироп от кашля. Здесь в государственной аптеке он стоит, можно будет его цену? $398 сомов цена данного сиропа. Теперь мы пойдем в частную аптеку и узнаем, сколько стоит такой же препарат, но уже там. Здравствуйте. А есть вот проспан от сиропа от кашля? Сколько он стоит? 450, можно? Здрасте. Здрасте. А сироп проспан есть? Сколько он стоит? 540. 540? Да. Там 398. Разница какая-то есть или что? Если в первой частной аптеке этот сироп стоил 450 сомов, то уже во второй он стоит 540 сомов. Почти 100-150 сомов разница ценовой политики с государственной аптекой Эляман. Кыргызфармация успешно ведет свою деятельность с момента своего создания. Основная цель госпредприятия – это обеспечить кыргызстанцев эффективными и доступными лекарствами. Конечно же, когда мы закупаемся препаратами у самих производителей, цены на них будут намного дешевле. Поэтому в дальнейших планах госпредприятия – это увеличивать базу производителей лекарственных средств и работать с ними без посредников. Рахат Батырбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.